لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Первые 12 веков ислама, то есть весь период существования ислама, за исключением последних 2-3 столетий, было общепринятым среди уммы, а именно среди ученых, имамов, ответственных лиц, правителей, торговцев, влиятельных лиц, интеллигентов и простых людей, что слово «тасаввуф» было похвалой. Потому что правильным пониманием тасаввуфа является воплощение в жизнь степени искренности. Имам ан-Науви в предисловии к своим комментариям к сборнику хадисов имама Муслима написал биографии некоторых передатчиков хадисов. Когда он хотел похвалить кого-либо из них, он писал: он был суфием. Имам Хафиз аз-Захаби в своей книге «Биографии выдающихся людей» или в других книгах, как «Тадкира», в которых он описывает некоторых ученых мужей, желая восхвалить кого-либо из них, пишет: он был суфием. Так он укреплял в сердцах людей почтение к тасаввуфу. Преобладающее большинство ученых хадиса, каляма, таухида, фикха, большинство простых людей, правителей, было на том, что суфи – это человек, который печется о праведности своего сердца. Что же потом? Сумел ли этот человек перерасти данный этап в сторону взаимодействия с людьми или выбрал путь отдаления от них, зависит от его духовных сил. Мы соглашаемся, что очищение сердца нуждается в знании и действии, нуждается в методе и программе. Так же, как и фикх нуждается в программе дедукции, усуль и таухид также нуждаются в программе дедукции. Тасаввуф тоже нуждается в программе дедукции. Тасаввуф является наукой, которая интересуется праведностью сердца. Если ты взял этот курс, Аллах почтил тебя праведностью и чистотой сердца, то теперь пора служить во благо народу. Ты говоришь: это не в моих силах. В этом нет упрека, но это не полноценный тасаввуф. Если ты не можешь оберегать себя взаимодействия с людьми, то ты мумин, и в этом благо. Однако сильный мумин лучше слабого, а сильный — это который может беречь свой иман, находясь в обществе людей. Одной из проблем, на которые мы часто жалуемся, является то, что если мы захотели оценить какую-либо группу, мы не различаем слова людей, относящихся к этой группе, от тех, кто враждует с ней. Я нуждаюсь в книге о правильном тасаввуфе. Тасаввуф есть тасаввуф, и не нужно говорить правильный или истинный после этого слова, так как суть слова тасаввуф есть правильный. Однако я говорю правильный из-за сильной запутанности, существующей на сегодняшний день. Такие книги тасаввуфу, которые написали имамы тасаввуф, как имам Кушайри, имам Калабати, имам Газали, имам бин Атауилля ас-Скандари, имам Алави аль-Хаддад. Когда человек читает такие книги, он видит перед собой такой метод, в котором сегодня нуждается весь мир.